Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Ольга Мартьянова. Здравствуйте. На календаре четверг, 9 ноября. В Чувашии единовременная денежная выплата участникам специальной военной операции увеличена втрое. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев. Единовременная денежная выплата теперь составит 150 тысяч рублей. Получить ее смогут военнослужащие, которые заключили контракт для участия в спецоперации с 1 сентября этого года. Начисления будут происходить на основании списков, поступивших в Минтруда Чувашии из военного комиссариата. Выплаты будут предоставляться в проактивном формате. Это значит, на основании данных военкомата Чувашии. Заявлений никаких писать не нужно. Те же, кто с 1 сентября уже заключившие контракты успели получить 50 тысяч рублей, они будут ровно так же включены в списки военкоматов для того, чтобы смогли получить уже доплату, чтобы общий размер выплаты составлял 150 тысяч рублей. История о любви и умении ждать. В Чувашском театре кукол состоялась премьера иммерсивной программы «Жди меня». В ней приняли участие жены, сестры и матери военнослужащих специальной военной операции. Иммерсивная постановка называется потому, что сами зрители становятся полноправными участниками спектакля. Сюжет «Жди меня» о всепобеждающей любви времен Великой Отечественной войны. Актеры объединили эту историю и события спецоперации. По задумке режиссера театра кукол Дениса Андронова, после просмотра каждый из членов семей военнослужащих СВО может рассказать о своем герое, о своем защитнике Отечества. И эти записи будут использоваться в дальнейших постановках. До конца ноября состоится еще 17 показов спектакля. Иммерсивная программа поставлена в рамках проекта «Искусство ждать», который направлен на поддержку женщин из семей военнослужащих. К другим темам. За последние полгода оборот общепита в Чувашии вырос на 5%. Таким образом, выручка кафе и ресторанов в нашем регионе составила более 11 миллиардов рублей. Такие данные приводит Росстат. Одновременно с деятельностью общепита растет и производство пищевой продукции предприятий Чувашии. За последние полгода они выпустили товаров на 32 миллиарда рублей, на 18% больше, чем в прошлом году. Это кондитерская, мясная, рыбная, молочная продукция, а также хлебобулочные изделия и напитки. Сейчас в республике действуют 230 предприятий пищевой промышленности. Они обеспечивают рабочими местами более 10 тысяч жителей региона. Масштабно, ярко, интересно. На ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия», где представлена и экспозиция Чувашии. Сотрудники Минэкономразвития республики подарили открытки с вышитой картой России представителям более чем 20 регионов. Эксклюзивные открытки, индивидуальные для каждого субъекта, были напечатаны специально для выставки. Вышитая карта России – это проект, сплетающий нити общей судьбы народов нашей страны и направленный на сохранение традиций. Таков и главный посыл выставки «Россия». Добавлю, что в первые дни форум уже принял рекордное количество посетителей – более полумиллиона. Сегодня Международный день книги рекордов Гиннесса. В нее попадают лучшие из лучших, выдающиеся достижения и незаурядные люди. Поднимайте планку, стремитесь к новым высотам, и пусть они вам покорятся. Удачного дня! Оставайтесь на телеканале «Россия».